Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камшипшара. Президент Абхазии Аслан Бжаня встретился с начальником российского мобильного военного госпиталя Абдулмиджидом Магомедовым и его заместителем Ринатом Курбановым. Глава государства выразил благодарность российским военным медикам за помощь, оказанную республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Со своей стороны Абдулмиджид Магомедов также поблагодарил руководство страны за комфортные условия, созданные для их работы. Аслан Бжаня вручил Абдулмиджиду Магомедову и Ринату Курбанову благодарственные письма и памятные монеты. Абдулмиджид Магомедович, уважаемый Рашид Альбертович, я хотел бы выразить вам слова, искренние слова благодарности за тот труд, который был вами проявлен, осуществлен в непростые для нас времена. Я абсолютно уверен в том, что вот ваш трудовой подвиг, он навсегда останется в памяти благодарных абхазов, жителей Абхазии, граждан Абхазии, потому что вы помогали в тот период, когда такая помощь была нужна в наибольшей степени. Такая впечатляющая статистика, огромное количество людей, вылеченных в вашем госпитале. Все это работает на то, чтобы народы Абхазии и России стали еще ближе. Я хотел бы вас еще раз за это поблагодарить. Просил бы вас передать слова благодарности личному составу военного госпиталя. И, конечно же, мы будем уже в другом качестве всегда рады вас приветствовать в качестве наших гостей, людей, которые готовы приехать и отдохнуть здесь. Спасибо вам большое. Будьте здоровы, будьте счастливы. Уважаемый Аслан Георгиевич, огромное вам спасибо за условия, которые вы нам создали для работы комфортные. Хочу сказать в лице вас огромное спасибо братскому народу Абхазии за гостеприимство, которое они нам проявили. Отдельно хочу выразить слова благодарности вице-премьеру Пустовалу Сергею Борисовичу, замминистру обороны Авизба Надару Дмитриевичу, люди, которые каждое утро нас встречали, давали нам энергии, вопросы, которые возникали, решались оперативно. Еще раз хочу выразить слова благодарности братскому народу Абхазии. Огромное спасибо. Я думаю, все вопросы, которые будут возникать, если так будем оперативно решать, всегда сможем переломить любую проблему, которая перед нами возникнет. 4,5 месяца на территории тургостиницы «Айтар» в Сухуми функционировал российский военный мобильный госпиталь, помогая жителям Абхазии в борьбе с COVID-19. Мобильное лечебное учреждение на 100 койко-мест было развернуто в республике в ноябре прошлого года по просьбе руководства нашей страны. В связи с окончанием работы военного госпиталя в Сухуми состоялась торжественная церемония награждения личного состава. В ней приняли участие временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, министр здравоохранения Тамас Сахнаки, представители посольства России в Абхазии. Подробности в репортаже Сарии Кварацхели. По приказу министра обороны Абхазии Владимира Ануа российских медиков наградили ведомственными медалями. 10 сотрудников госпиталя, включая начальника Абдулмиджида Магомедова и его заместителя Рината Курбанова, награждены медалью «За боевое содружество». За поддержание мира в Абхазии награду достоились свыше 40 медиков. Медалью 25 лет Министерству обороны Республики Абхазия, 38. Ваш адрес днем и ночью можно говорить. Большое спасибо от Министерства обороны Республики Абхазии и от меня лично. Присутствовавший на торжественной церемонии временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба поблагодарил врачей за бесценную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня работники системы здравоохранения – это герои нашего времени. Несмотря на сложности, вы боретесь за жизнь каждого человека. И это вызывает особое уважение каждому из вас и к вашей профессии. Благодаря тесному взаимодействию Министерства здравоохранения нашей страны и военного госпиталя нам удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией
что позволило поэтапно возвращаться к обычной жизни. То, что вы делаете на территории Абхазии, спасая жизнь и здоровье наших граждан, это останется в памяти наших людей. Российские медики получили награды и от Министерства здравоохранения Абхазии. За самоотверженный и добросовестный труд в борьбе с COVID-19 медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением были награждены 10 врачей, а также заместитель министра обороны Абхазии Надар Авицба и директор пансионата Айтар Астамур Адлиба. Еще 10 медиков мобильного госпиталя получили в подарок серебряные монеты АУА. Огромное количество пациентов, которые были рассредоточены практически по всем лечебным учреждениям, в центральном ковидном госпитале. Конечно же, наш медицинский персонал, он нес очень серьезную нагрузку. И ваше участие в лечебном процессе, в борьбе с этой инфекцией стало для нас очень серьезным подспорьем. И сегодня мы видим очень хорошие результаты этой нашей совместной слаженной работы, за что я от имени Министерства здравоохранения и всей медицинской общественности выражаю вам искреннюю благодарность. Российским военным медикам также вручили почетные грамоты посольства Российской Федерации в Абхазии. Помимо чисто врачебной помощи, которую вы с успехом оказывали, ваша работа имела и важнейшее психологическое значение. Как когда-то прибытие добровольцев с Северного Кавказа вдохновило народ Абхазии на отпор врагу, приезд российского мобильного госпиталя стал символом того, что республика оказалась не одна, наедине с постигшей ее бедой. Тем самым вместе со своими абхазскими коллегами вы внесли важнейший вклад в стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране, а также в укрепление российско-абхазских отношений. Честь вам и хвала за ваш доблестный труд и самоотверженность. Последний пациент был выписан из мобильного госпиталя 28 февраля. Личный состав отбудет в Российскую Федерацию в течение 3 дней. Российский мобильный военный госпиталь функционировал в Сухуми 4,5 месяца. За этот период российские врачи приняли на стационарное лечение до 500 пациентов с коронавирусной инфекцией. Амбулаторно-консультативную помощь получили более 3000 жителей республики. В лаборатории полевого госпиталя было проведено до 5300 ПЦР-тестов. Сария Гварацхеля, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 199 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 28 из них, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на лечении 39 человек, 7 пациентов в тяжелом состоянии. В Сухумской инфекционной больнице 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В Ачимчирской ЦРБ 6, в Ткварчалской ЦРБ 3, в Гагарской ЦРБ 13. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12 842 человека. Зарегистрировано 202 летальных случая. Выздоровели 12 387 человек. Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения. Исполняющему обязанности генерального директора РУП «Абхазавтодор» Анатолию Аршба и 3 сотрудникам Министерства экономики Теймуразу Миквабе, Гураму Курсанте и Изету Хиба приказом министра экономики Кристины Озган объявлены выговоры. Директор Гулрыбского асфальтового завода Валерьян Абухба освобожден от занимаемой должности. 26 февраля в ходе инспекционной поездки президента Аслан Абжаня в Гулрыбский и Ачимчирский районы на территории Гулрыбского асфальтового завода была обнаружена ферма по производству криптовалют. Распоряжение о том, что на объектах госсобственности запрещено размещение оборудования для производства криптовалют, было издано еще в декабре прошлого года. Кристина Озган поинтересовалась, почему при действующем запрете на территории гособъекта работала майнинговая ферма. По словам Анатолия Аршба, после издания распоряжения Кабинета министров дирекция асфальтового завода сообщила о прекращении деятельности по добыче криптовалют. Также майнинговое оборудование было демонтировано на территории чайной фабрики типографии «Дом печати» и на Сухумском хлебозаводе. Кристина Озган потребовала до конца недели проверить все объекты и доложить о результатах. В связи с тем, что имеют место нарушения серьезные, дисциплинарные, значит, вам объявляется выговор, Анатолий Николаевич. Значит, сегодня я жду приказа об увольнении Абухба
за вашей подписью. И моим сотрудникам объявляю выговор за невыполнение моих поручений. Вопросы ко мне есть? К концу недели жду результат. Проверить лично. Все ДРСУ. Раз один нарушил, возможно, есть факты и на других тоже. Хочу лично, чтобы все проверили совместно с моими сотрудниками и доложили. 26 февраля в ходе инспекционной поездки президента Аслана Абжаня на территории Очимчирской второй чайной фабрики была обнаружена крупная ферма по добыче криптовалют. Президент дал указания представителям правоохранительных структур немедленно приступить к демонтажу оборудования. Кроме того, глава государства потребовал усилить работу по выявлению и отключению других незаконно функционирующих криптоферм. Как выполняются поручения президента и какая работа проведена за это время, выясняла наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы Варданя. Демонтировать крупную ферму по добыче криптовалюты в Очимчире глава государства поручил соответствующим службам в кратчайшие сроки. Побывав на месте, мы убедились, поручение президента исполняется. На сегодняшний день с территории чайной фабрики вывезено 4 трансформатора. Активно идет процесс вывоза оборудования. Демонтирована даже ограда. Идет работа, как вы видите, демонтированы все силовые трансформаторы. Сегодня-завтра вывезут все остальное оборудование, контейнеры. Оборудование, вот трансформаторы куда, допустим, девают, и вот куда денутся сами аппараты? Ну, мы этот процесс тоже контролируем. Они складируют, у них здесь есть помещение, но это все как-то... Это все частное, и они складируют, они у себя их держат, трансформаторы. Мы этот процесс контролируем, чтобы дальше в другом месте не поставили, не начали эту работу. Ну, как-то вот так вот. Они это кто? Хозяева. По словам сотрудников правоохранительных органов, это одна из самых больших из выявленных криптофирм в Очимчирском районе. Здесь на территории второй чайной фабрики было обнаружено около 1900 аппаратов для майнинга криптовалют. И работала криптоферма на 80%. До демонтажа здесь была изгородь, 4 трансформатора и камеры видеонаблюдения. На объекте круглосуточно дежурили охранники. На сегодняшний день процесс демонтажа идет к завершению. На сегодняшний день в Очимчирском районе ведется большая работа по выявлению криптоферм. Члены оперштаба ежедневно посещают села с целью обнаружения незаконных потребителей электроэнергии. Мы выезжаем по селам. Вот вчера мы буквально целый день работали в селе Кутол. Там вот большая проблема. Люди без света почти целый день. И сегодня тоже. Есть повторные подключения. Мы вот буквально на днях, это в субботу, мы отрезали в селе Моква 2 небольшие фермы. Вот сейчас вот ищем в Кутолах. Но там, где они были раньше, они все демонтированы. Там просто остается нагрузка. Ищем. Я надеюсь, что найдем. Люди сегодня работают. А возможно ли проследить как-то повторное подключение, или это невозможно? И пока не демонтируем, как вот здесь в данном случае, повторные подключения, я думаю, будут. Что касается имен и фамилий владельцев криптофермы, то их не разглашают. А у этой криптофермы, как выяснилось, несколько хозяев. Хотя официально владельцем назвал себя только один человек. Мы одного только хозяина официально, который себя назвал, это Гоги, а остальных оперативно установлены. Оперативная только информация, это мы не можем сейчас соглашать, потому что это не точная информация. Но точная будет, когда уже человек признается, что это его. А так, на сегодняшний день один человек только официально, кто мы знаем, кто хозяином является. А так оперативно будем сопровождать, докладывать руководству, кто был, кто что есть. То есть там по документам на кого-то зарегистрировано, да? Ну, по документам так не зарегистрировано. Человек сам сказал, что он смотрит за этим объектом. Ну, сейчас, насколько мы знаем, оперативная информация, что это часть из них в Россию уходит, граждане России здесь тоже подключенные имели, и в нашем районе граждане, там у кого 10, у кого 50, вот так вот они устанавливали здесь. Кстати, в ходе очередного выезда районного оперштаба, на этот раз в село Река, там была обнаружена еще одна криптоферма с 40 аппаратами. Она также будет демонтирована. Борьба по выявлению и отключению криптоферм в республике продолжается. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
Закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами обсуждался на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике. Парламентарии планируют рассмотреть данный законопроект с поправками на очередном заседании сессии Народного собрания. Речь идет о внесении изменений в наименование закона, а также в некоторые его пункты. Подробности обсуждения в репортаже Эсмы Гуладзе. В начале заседания представители комитета обсудили проекты закона о внесении изменений в Кодекс РА об административных нарушениях в области электроэнергетики и о внесении изменений в законодательные акты республики. Один из законопроектов устанавливает административную ответственность за незаконную деятельность по добыче криптовалюты, второй – уголовную. Оба законопроекта были представлены на рассмотрение парламента президентом и уже приняты в первом чтении. Обсуждение темы вызвало бурную дискуссию среди депутатов. Высказывались полярные точки зрения. У нас мощностей не хватает, это подтверждают все. А завтра вы что, мощности на чем хотите увеличить? Если у нас мощностей нет, мы в прошлом году потребили 73% вырабатываемой электроэнергии на всю Абхазию. 73% от вырабатываемой электроэнергии Ингургесом. Как мы можем принимать закон, который кому-то позволит заниматься этим видом деятельности? У нас очень много возможностей в плане гидроресурсов. Люди могут поставить, дайте договорить, значит, где люди могут, в принципе, вложиться в это дело, могут вместе с государством вложить свои ресурсы, сделать и иметь. Мы не имеем права запрещать людям, пускай имеют. Это первое. Второе. Если будут установлены счетчики, если будет больший контроль взят по оплате, наверняка, я абсолютно уверен, высвободятся мощности, которые можно будет продать нашим тем же гражданам, кто это имеет, чтобы и они заработали и заплатили бы налоги государству, с помощью которых, как говорится, можно будет отремонтировать и линии или передачи, и так далее, и так далее. Я вообще считаю, Дмитрий Григорьевич, что если мы торпедируем этот закон, значит, это торпедируем ради тех, которые незаконно поставили. Здесь, по крайней мере, как говорится о том, чтобы запретить незаконное подключение. И если мы это торпедируем, не хотим это принимать, значит, тогда мы хотим нелегально помогать, как говорится, тем, которые вне закона. Депутат Гарри Кукай заявил, что сегодня необходимо ужесточение мер наказания. Дальнейшие пути выхода из энергокризиса следует обсудить уже после принятия законопроектов. У нас законопроект не по легализации, не по регулированию, а по ужесточению мер. И ужесточение мер не только в сфере деятельности по майнингу. Незаконное подключение в общем вообще наносит вред энергетике. Эти законопроекты необходимы для того, чтобы спасать нашу энергетику вообще сегодня, да. А завтра то, что я не соглашусь с мнением некоторых наших коллег, что там возможно что-то регулировать или возможно какие-то у нас мощности будут свободны, мы это можем дальше обсудить, порекомендовать правительству запретить там хотя бы на 2 года, на 3 года мораторий вести на эту деятельность, пока мы все непорядок не приведем, генерацию откуда-то мы, не знаем, планируем получить, дай Бог, чтобы это у нас получилось, что-то, если высвободится, конечно, можно отбивать, но сегодня эти законопроекты примем, ужесточим меры. После дискуссии комитет проголосовал за вынесение законопроектов на заседание сессии парламента. Далее депутаты рассмотрели проект о внесении изменений в закон РА о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Основная концептуальная поправка, на мой взгляд, которая запускает в силу и вообще в жизнь данный закон, в первую очередь в наименовании закона и далее по тексту, где идут такие же словосочетания. Наименование закона изложить в следующей редакции. Закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими. Я вас прошу, прямо пункт стоит, там разговаривать, здесь разговаривать. Должностными лицами и депутатами. То есть, когда мы вносим определение должностных лиц, этот закон будет распространяться на всех должностных лиц и на всех депутатов. А вступление
Вступление закона о госслужбе, оно всего лишь разграничит категории госслужащих, это классные чины и так далее, и так далее. Предложенный законопроект был вынесен на заседание сессии парламента. Еще одной темой обсуждения стало повышение нижней границы возрастного ценза кандидатов в депутаты. Согласно предложенной поправке, депутатом может стать гражданин, который достиг 30 лет. Однако и на этот счет мнения депутатов разделились. Наш коллега Лаша, который в 26 лет, да, или 27 лет избирался в парламент, яркий представитель парламента, молодой человек. На мой взгляд, мы должны ориентироваться не на возраст, а мы должны предлагать критерии, каким мы видим депутата, каким критериям он должен соответствовать. Возражений было больше, и в итоге по результатам голосования данная поправка не прошла. Предложение спикера парламента Валерия Кварчи о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента Абхазии было снято с голосования, так как, по мнению парламентариев, оно требует доработки. Валерий Кварчи также предложил внести в Конституцию республики поправку, касающуюся владения депутатами абхазским языком. Нет в мире государства, где избираются не по национальному признаку, где избираются люди, не владеющие государственным языком. Нет такого примера в мире. Но у нас все в Абхазии все так. Это первое. Второе, Конституция Республики Абхазия 6 пунктом, значит, обозначит абхазский язык как государственный язык. Третье. Законы о языке, о государственном языке, если не ошибаюсь, 2 или 3 пункт, там значит, буквально записано. Государственным языком должен владеть, перечисляется президент, министры и так далее, и депутаты парламента. Члены комитета проголосовали за вынесение предложения спикера на заседание сессии парламента. Кроме того, Валерий Кварчи выступил с законодательной инициативой о внесении в закон об актах гражданского состояния и в Гражданский кодекс РА изменений, касающихся права на восстановление национальной принадлежности. У нас нет закона, который регулировал бы желание восстановить свою национальность, свою прежнюю фамилию лицам, не имеющих гражданства Абхазии. Речь идет о абхазах, проживающих в Турции, в Сирии, в разных странах мира. Речь идет о самозаханцах, которые насильственно изменили национальности, фамилию и так далее. Правом обладает лицо, не имеющее гражданство Абхазии, но является прямым потомком народа абаза, которые вынуждены оказались за пределами Абхазии и в 20 веке, значит, были насильственно изменены их фамилии и национальные принадлежности. Большинство депутатов проголосовало за вынесение законопроекта на рассмотрение на очередное заседание сессии парламента. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. 27 февраля истекли полномочия руководящего состава Конституционного суда Республики Абхазия. 1 марта на закрытом заседании были проведены выборы. На очередной 3-летний срок председателем Конституционного суда избрана Людмила Ходжашвили, заместителем председателя Диана Пилия, судьей и секретарем Конституционного суда избран Нури Таня. По поручению президента Абхазии в республике продолжаются проверки общеобразовательных учреждений на предмет соблюдения санитарных норм и предписаний Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Вице-премьер Сергей Пустовалов посетил с инспекцией детский сад Амра и 2-ю среднюю школу в городе Ткварчал. Сергей Пустовалов остался доволен организацией образовательного процесса в проинспектированных объектах. Мы посетили сегодня 2 объекта в Ткварчале. Это средняя школа номер 2 и детский садик. И впечатление есть одно общее и 2 разных. Общее заключается в том, что и на 1-м, на 2-м объекте санитарные предписания, нормы в целом выполняются. Принимаются все меры для того, чтобы оградить детей и педагогические коллективы от новой коронавирусной инфекции. И еще одно наблюдение – это то, что
директора этих учебных заведений и коллективы очень старательно относятся к выполнению своих обязанностей. А различие, конечно, существенное в том, что школа не претерпевала капитального ремонта и сегодня нуждается во многом в решении материальных проблем. А садик, в котором мы сейчас находимся, это, конечно, оставляет замечательные впечатления, прекрасные впечатления. Это новый объект, это прекрасно оборудованные спальные комнаты, игровые комнаты, санитарные комнаты. В общем, все, что положено для того, чтобы дети себя чувствовали прекрасно. В храмах республики 27 февраля возобновились богослужения, которые были временно приостановлены в связи с определением статуса АПЦ. Как сообщил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион, Русская православная церковь будет поддерживать становление автономной церкви в Абхазии. Московский патриархат окажет помощь в организации службы на абхазском языке. Специальная литература будет издаваться в России. Наладит работу переводческой комиссии. Абхазия также будет получать церковную утварь и многое другое. На сайте Министерства культуры Абхазии продолжается онлайн-голосование на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапш в Сухуми. Голосование продлится до 3 марта. На лучший проект памятника второму президенту Абхазии Сергею Багапш в Сухуми и лучший памятник в городе Ачимчира представлены 10 работ. 9 из них подготовлены к конкурсу на благоустройство площади в столице и 1 работа на проект памятника в Ачимчире. В рамках российской инвестпрограммы 2020 года завершен капитальный ремонт автодороги от центра Пицунды до республиканской трассы. Асфальт укладывали работники Гудаутского дорожно-строительного комбината. Общая протяженность отремонтированного участка дороги 10 километров. Ширина дорожного полотна варьируется от 6 до 10 метров. Толщина асфальта 5 сантиметров. Стоимость работ составила 84 миллиона рублей. Раньше это было в ноябре месяце, но из-за погодных условий протянулось до этого дня. По смете было предусмотрено 8 километров толщиной 7 сантиметров. Мы продлили, сделали 5 сантиметров, 5-6 сантиметров, и общая протяженность получается 10 километров. Было предусмотрено 73 тысячи квадратных метров, а сделано 104 тысячи квадратных метров на сегодняшний день. Все эти работы завершены. Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзенба и Департамент по делам молодежи и спорта столичной администрации при поддержке администрации города Сухуми Сухумского района приступили к первому этапу историко-патриотической акции памяти «Дорогами героев стезею славы». Акция посвящена очередной годовщине мартовской наступательной операции Отечественной войны народа Абхазии. Группа сотрудников музея и активистов департамента, а также работники районного коммунального хозяйства начали уборку территории у Нижнего Гумистинского моста, где установлены обелиски погибшим бойцам абхазской армии. Основной этап акции запланирован на 14 марта. В рамках мероприятия состоится возложение цветов к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, а также к памятникам погибших защитников Апсны, расположенным вдоль реки Гумыста. Акция завершится на Верхнем Гумистинском мосту зажжением свечей у мемориала. В честь дня рождения выдающегося абхазского писателя, поэта и публициста Даура Зантария центром Даура Зантария объявлен международный литературный конкурс «Вдыхая музыку молчания». Конкурс проводится в 2 номинациях – проза и поэзия. Принимаются ранее не публиковавшиеся произведения на абхазском и русском языках в электронном виде. Срок подачи произведений с 1 марта до 15 мая текущего года. Подведение итогов конкурса и объявление победителей пройдет 25 мая, в день рождения писателя. За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам 920 92 02 712 08 25. И в завершении выпуска о погоде.
По сообщению гидрометеоцентра, во вторник, 2 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью -1 плюс 4, днем 4-9 градусов тепла. Температура морской воды 10 градусов тепла. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.